Давайте поговорим об Интертабак. Интертабак. 60 миллионов. Немножко что это людям такое? хронологии. Значит, Гагаузия когда-то предоставила налоговую льготу, налоговую преференцию этой компании. Они производители табачных изделий. Они были освобождены в том числе от налога на добавленную стоимость, от налога на прибыль. Многие компании этим успешно пользовались и пользуются и сегодня. Один Да. исполком принимал решение, Да, потом это другой был, при исполком. Фарбузале давали, при Ирине Влах отменяли. Так вот, депутаты Народного собрания, в том числе я, проголосовали за то, чтобы отменить, потому что исполнительный комитет говорит, они нарушили инвестиционный договор. Ну, это обычная практика. Компания посчитала себя ущемленной, что она приобрела специальное оборудование, что она упустила прибыль, что она, в принципе, выполнила все условия, все это игра. И вот судебная инстанция первого уровня Приняла такое приняла решение. решение в пользу компании. Здесь нет хартии местного самоуправления, здесь только взаимоотношения экономический агент, власть. Тишина. Я работал в Народном собрании. Вы я имеете в виду со стороны власти. власти, Со является стороны власти. исполнительного Вы комитета. сейчас видите, чтобы наняли каких-то адвокатов, чтобы какой-то... Такое ощущение, придать, что его еще подыгрывают. Так я в Народном собрании я работал, я почти не знал об этом случае, что этот вопрос рассматривается. То есть все тишь и благодать. Хотя на кону 60 миллионов леев, это в 2 раза больше, чем Но возмещение иногда ПНДС. можно за деньги и помолчать. Ну, вот такое ощущение создается. Теперь решение, я собираю очередную сессию, когда суд принял решение. Я написал в своем в социальных сетях, ни повестки дня, ничего, все нарушено. У меня возникает ощущение, а может вы специально все так делаете и нарушаете, чтобы это дело проиграть? Ну вот, хаос. Вы понимаете? Там экономический агент непростой. Там работают одни из лучших юристов, которые были одними из лучших прокуроров в свое время, то есть люди с большим опытом. И я сейчас, когда вот со своим делом сталкиваюсь в суде, я много начал понимать, мы почему проигрывали эти суды. Не потому, что мы по логике закона были неправы. Процедурно. То не так сделали, тут не вовремя. Если по Интертабаку такая ситуация, а самая главная проблема, что руководит аппаратом Народного собрания, опять же, Дмитрий Константинов, хотя политик, в Народном собрании, в юридическом управлении работают хорошие специалисты, подготовленные, профессиональные, но ими руководит Константинов. И если они принимают такие решения политические, которые даже юристы грамотные потом не могут защитить, мы можем прийти к тому, что мы проиграем это дело, и Гагаузия лишится двухмесячного дохода. То есть вы представляете, 2 месяца Гагаузия не будет получать доходов, а расходы сохранятся.